Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет влог. Сегодня он будет, знаете, такой нарезочками. Я буду снимать по кусочкам, потом все смонтирую, соединю. В общем, немножечко залезем в мою личную жизнь, посмотрим, что я делаю, когда я не работаю. А работаю я практически каждый день. Ой, прошу прощения за внешний вид, я только что из душа. У нас в Восточном Казахстане стоит неимоверная жара, душно. Вроде бы солнца нету, но такая духота. Я сейчас вам это изобразить. Друзья мои, я переключил камеру. Солнца в принципе нету, но на улице вообще духота. Вроде бы как и дождь собирается, вроде бы как не собирается. Кстати, это у меня вид такой с лоджии. Лоджию не буду показывать, вы все в обморок упадете. Да ладно, покажу, смотрите, ужас. Ужас, боже мой. Вот так вот я живу как на вокзале, друзья. А все дело в том, что у меня продолжается ремонт. Уже буквально скоро он закончится. Ой, господи, боже мой. Вот, скоро он уже закончится, и я с вами поделюсь. Вчера мы залили полы в коридоре оставшиеся, они меня задерживали долго. Ну, в общем, что я хотел вам рассказать. Я вам хотел, все вы уже видели, на прошлой неделе у меня выходил дачный влог. У меня появилась дача новая, ну пусть она не новая, она, конечно, не новая, но для меня-то она новая. Вот, и теперь я буду все лето ездить на дачу и периодически буду делать вам такие вот дачные влоги. Я только что с рынка ходил к родителям за зеленью. Вот, ходил на рынок. В общем, давайте посмотрим, давайте заглянем в мои пакеты. Я вам покажу сейчас, что я купил, что я приобрел на дачу. Так. Кстати, на дачу сегодня еду на кораблике, поэтому... Так, я покупал овощи. Господи, когда у моих родителей уже пойдут овощи? Знаете, так, а что у меня как будто бы света не хватает? Я покупал овощи, в этот раз решил сэкономить. Купил помидоры недорогие. Они у нас стоят 650 тенге. Но я обычно беру малиновку. Но малиновка в этот раз что-то 1000 тенге гнут. Да ну хрен с ним, пойдут и такие помидоры. Когда уже у моих родителей поспеют. Так, взял огурцы. Огурцы у нас вот эти крушены, хотел сказать. Боже мой, я о чем думаю? Какие крушены? Корнишон. Пиздец. 400 тенге стоят килограмм. Они, знаете, они какие-то уже как бы вяленькие. Как будто как бы вяленькие. Но я беру всегда у одних овощников. Вот, не хожу по рынку. Вот, в общем, вот эти два пакета мне обошлось где-то на 880 тенге. Я дал 1000, говорю, дайте на сдачу бананов. Дали 2 банана. Так, ну вот, помидорки. Помидорки на дачу, огурчики обязательно сегодня. Так, а сегодня шашлык, я не знаю, успею я сделать шашлык или нет. Так, приобрел я мед. Вы знаете, мои дорогие любимые подписчики, что я люблю мед. Я вам тоже его рекомендую, потому что мед это хорошо, это уже свежий, в марте надоенный, надоенный в марте. Вот, не знаю, предлагали попробовать, я говорю, ой, слушайте, давайте уже. Вот, короче, вот эта баночка стоит 1500 тенге. Но я не знаю, сколько за килограмм здесь, друзья, даже не знаю. Так, в этот раз, знаете, я люблю шашлык. Вот хоть ты тресни, шашлык я люблю. Без шашлыка на даче грустно. Сейчас немножечко по состоянию здоровья приходится сокращать поедание шашлыка. Но знаете, все равно охота. Бля. Ой, прошу прощения. Кто это сказал? Кто здесь? Это не я. Так. Мясо потекло. Короче, я взял стейки. Я взял 4 стейка. 4 свиных стейка. Вот такие вот они стейки. Сальца, мясо толстый, классный. Но мне очень понравились. Надеюсь, по вкусу это тоже будет хороший. Короче, стоит за килограмм
этих стейков просят 1850 тенге. Я считаю, это очень хорошая цена. Обожаю. Сегодня замариную, знаете, замариную по-советски. Обязательно вам покажу, как буду мариновать, как буду жарить, как буду кушать. Поэтому смотрите это видео до конца. Все самое интересное, все самое свежее будет в этом видео. Вот 4 стейка взял. Ну, наверное, посмотрим, сколько пожарим. Вот стейки. Так, что у нас еще? Еще уже у родителей редисочка. Тоже взял на дачу редиску. Это домашняя своя редиска, наконец-то, потому что она стоит сейчас тоже недешево. Не знаю сколько, друзья. Последний раз покупал 1000 тенге, отдал за 2 пучка. Ну, где-то вот 500 тенге, наверное, вот сколько и будет стоить. Боже мой, это что такая фиолетовая солнце. Так, вы знаете, я вот пока шел домой, думал, буду влог снимать, что же я скажу? Я скажу, наверное, что сейчас дорого рожать детей и дорого содержать животных. Я купил кошке ошейник против блох, клещей. Когда только начал на дачу ездить, купил ошейник за 500 тенге. И вы знаете, я уже 2 клещей с нее снял, причем кровопийцев. Они уже, суки, напились у нее крови. У Дашки. Кстати, на Дашку похоже. Кто не видел мою Дашку, сейчас покажу. Вот, взял вот такой вот ошейник. Кстати, смотрите. Да, почти Даша. 1610 тенге стоит это удовольствие. Сказали, на месяца 1,5 хватит. Охренеть! Я в прошлом году, когда пандемия была, я покупал ей ошейник. Мне хватило на 3 месяца. Боже мой, какой он неправильный, кстати. Вот этот ошейник неправильный. Здесь застежка небезопасная. Она какая-то пластмассовая, что ли. А вот сейчас на ней, который ошейник, у него застежка более такая безопаснее, что ли. Ну, тут инструкция. Ну, короче, я считаю, что это дорого. Но если он работает, то дай бог. Потому что жалко на ребенка смотреть, когда ее поедают, блять, клещи. Так, это я у родителей нарвал. Ну, вот у них вот этот лук батун, или как он правильно называется, он уже пошел в цвет. Пока он не цвел, были маленькие вот такие вот классные стебелечки, без вот этих вот. Ну, сейчас вот, ну, к сожалению, он такой, но он тоже съедобный, просто он крупный. Мне нравится больше вот такой вот миленький. Вот, ну, какой есть, такой есть, друзья. Лучше свой, чем покупной. Ну, и вот укропчик, шашлыки. Шашлычки под коньячки. Нет, друзья, коньяк... О, боже мой, у меня тут еще рассыпалось. Еще рассыпался лук. Нет, друзья, коньячков не будет под шашлычок, но будет вот такой вот интересный напиток. Мне его порекомендовали. Кстати, я не знаю, а можно снимать такое? По телевизору обычно что-то говорят, да? Но я должен сказать. Друзья, это у нас ликер. Короче, алкоголь... Злоупотребление алкоголя вредит вашему здоровью. У меня хорошее настроение, а после этого вообще будет шикарное настроение. Так, здесь у нас 35 градусов, 70 миллилитров, 0,7. Друзья, стоит эта хрень 7000 тенге. Я обычно не беру такие напитки. Я обычно как-то, ну, традиционные напитки употребляю. А здесь у меня такое шикарное настроение. Во-первых, каталог закрылся майский. Во-вторых, я еду на дачу, шашлыки. Ну, блин. Еще я сегодня, друзья, еду на чартере. Это я отдельно сейчас, когда поеду, расскажу. Я как король поплыву на чартере. У меня будет свой собственный корабль, который меня повезет на дачу. Ну и что самое главное сегодня в моей покупке, друзья, это аптечка, это медикаменты. Я считаю, что это правильно. На даче должна быть аптечка. Я набрал все самое первой необходимости. Что у нас тут? Пластырь. Это у меня рулонный пластырь, а это вот такой вот обычный, да? Пластырь. Но все это надо. Единственное, знаете, что я забыл? Купить напальнички. Так, кеторол. Ножпа. Я не очень силен, меня написали список, что нужно взять. Я все хапнул, друзья. Жрать
Жрать, не пережирать. Так, цитрамон, ацетиловая кислота, парацетамол. Стоит перечислять? Вам интересно? Давайте все-таки перечистим. Перекись водорода. Ну все, я считаю, это нужно, да? Аммиак на шатырь. Ну как без него, боже мой. Вдруг тебе позвонят и скажут: так, это не мое, я не злоупотребляю, это у меня заказали. Я не злоупотребляю нафталином. У меня с этим все в порядке. Но были моменты, когда я подсаживался на фазолин, сидел месяц на нем. Друзья, ой, блин, я вам рекомендую. Будьте аккуратны с этой хренью. Вот. Это очень опасно. Ну вот у меня знакомые есть, кто сидит. Так, вата. Вату, такой небольшой тюбик, ну думаю, хватит. Обязательно бинт. Бинт обязательно. Ну здесь он, чтобы не разлилось. Здесь у нас йод и зеленка. Так, друзья, мне всегда нравилось название этих там этого препарата. Ибупрофен. Ужасно. Ужасное название, не знаю, кто такое придумал. Так, но заметьте, я ничего плохого не сказал. Я прочитал вам название препарата. Ибупрофен. Еще раз говорю, запикивать не надо ничего. Ничего страшного я не назвал. Панкреатин, боже мой, а чего так до хрена? Ну, да я его дома, наверное, оставлю. Так, ну что, ну пока вроде бы все, друзья мои. Сейчас надо сходить в магазин. Фу, что-то я взмок прямо. Что-то я прям взмок. Дома вообще жара. У меня вообще дома есть кондиционер, но кондиционер у меня стоит в зале. Я сейчас на кухне нахожусь, поэтому... Пипец. Пипец. Ну чё? Ну что, за дорожку? Буль-буль-буль-буль-буль. Шучу, конечно. Нету, что. Это вечером обязательно под шашлычок. Ой, пить хотел. Фух. Ну что, дорогие мои, ну что, надо сходить за хлебом. Начну собираться. Но так как у нас дождь, еще, знаете, у меня есть змеевик. Пипец, господи, друзья. У меня есть змеевик. У меня есть дождевик. Надо его не забыть взять, потому что плыть я буду на корабле. Обратно я буду плыть на корабле уже не на чартере, не на личном, а уже буду на общественном плыть. И я так могу оказаться под дождем. Поэтому я, друзья, возьму с собой дождевик. Ну что, все, ладно, буду собираться. Не разбегайтесь, до встречи. Так, а я же вам обещал полы показать, что мы вчера сделали. Вот смотрите, вот здесь вот, помните, наша Раша в больнице, в поликлинике был богатый пациент и бедный пациент. Я уже много раз говорил на своем канале. Вот так вот я и живу, друзья. Смотрите, бардак, ужас. Но не буду все показывать. Кстати, вот оно мое рабочее место, где вы все видите, где я вам всем снимаю замечательные влоги, да? Друзья, вот на самом деле это было в прошлом году на пандемию. Зал, спальня было залито на пандемию. А вот этот кусок, он остался. Все, не было ни времени, ни сил, ни желания. Ой, ну наконец-то собрались. И вот вчера буквально вечером мы залили с другом этот кусок. Вот там вот у нас, видите, кухня. И кухня уже давно был постелен этот, как его называют. Вот она моя кошечка, друзья, вот она моя Дашечка. Ну, полотенчики лежит. Это я сейчас в душ лазил, вчера убирал коврик, потому что, прошу прощения, господи, но у нас такой же обычный влог, поэтому можно все посмотреть. Дашечка, я тебе ошейник новый купил. Вот, друзья, видите, вот ошейник, херь, блядь. И прям вот здесь вот возле ошейника один клещ сначала был. Это что такое, блядь? Кусается. Пипец. На нас люди смотрят, не кусайся. Но она у меня с характером, девчонка. Да. Ну ладно, дорогие мои, все. Буду собираться. Обязательно посмотрите, как поплыву на корабле, покажу вам.
Вот он, наш кораблик, на котором мы сейчас поплывем на дачи. А дачи вон они где. Далеко. Вот, Дашечка сидит вообще ружаная в сумке. Скажу, Джош ждал меня со своей дачей. Такой корабличек. И вот на таком кораблике мы плаваем каждый выходной. Сейчас мы еще дождемся. У нас тут целый, смотрите. Я потом как-нибудь отдельно вам сделаю видео. Здесь у нас раньше речное пароходство, прям в советское время хорошо развивалось. Это вот у нас Бухтарминское водохранилище, ГЭС. Ну, вот такой, кстати, его очень хорошо арендовывают, кораблик этот. Можно здесь побухать, поотдыхать. Друзья мои, вот я еду наконец-то. Идет пар, но тут всегда так прохладно. Ой, как классно вообще. Вот такой вот причал для... Ну, здесь и катаются люди, здесь для дачников. Вот, я не буду долго рассказывать, потому что здесь сейчас будет очень шумно. И вот такая вот у нас красота в Восточном Казахстане. Жалко, что, конечно, не стало вот этого речного пароходства. Я помню, когда я был маленький, мы с родителями плавали на ракете. Вот знаете, вон на ракета, видите, оранжевая полосочка? Вот эта вот ракета. Вот на таких ракетах мы плавали здесь на базу отдыха. Так, вернись назад. Ну, сейчас минут 15 на кораблике, и я буду на даче. Это вот сама дамба стоит. Клево, конечно. Если развернуться, то вот так вот херачим на кораблике. А водичка-то, смотрите, какая спокойная. Хоть на рыбалку собирайся и иди. Красота. Там, кстати, вон там, за горочкой тоже. Ой, блядь, телефон бы не выронить. За 500 000 сейчас херакс, блядь, Бухтарминское водохранилище. Плюхнется мой телефон. Я за ним точно не нырну. Я боюсь. Тут глубоко, кстати. Здесь около 40. Самое глубокое место здесь 45 метров. Ой, солнышко выглянуло. Вот, ну где-то до 45 метров. Кто не знает, хочу сказать, что это вот водохранилище создано руками человека. Но об этом, если хотите, можно сделать отдельное видео. Давайте я вам с этой стороны еще покажу. На этой стороне, если вот эта сторона, она практически недоступна, то вот здесь вот можно, там есть пешеходный мостик, можно на эту сторону перейти, и можно вот на этом берегу отдохнуть. А вот это вот у нас одно из таких дорогих мест. Видите, где написано Welcome? Это у нас, вон там даже, видите, написано Sunrise. Ну, это такое место, здесь частный дом, там он двухэтажный или трехэтажный, вот за елками видно. Его сдают посуточно. Вот, в этом доме проходят всякие торжества, ну, дни рождения, у меня друзья отмечали, меня звали, но я так и ни раз туда и не попал. Вот, видите, вот этот домик. Ну, все, дорогие мои, встретимся с вами на берегу. Сейчас только заметил, что стоп не включил. Ну вот на том берегу, там у нас железная дорога проходит до города Зыряновск. Сейчас он у нас переименован, называется Алтай. И на этом поезде тоже там есть дачи. Если приглядеться, вон там виднеются дачи. На том берегу. На те дачи можно на дачном поезде добраться. На мою дачу только или вот такой вот
кораблик или вот по тем горам и до дачи. Вот здесь вот заливчик. В этом заливчике у меня у друзей дача. Красотища. А вон, видите, вон она дорога. Это вот чтобы на машине ехать на дачу. Вот, и нас вот два кооператива дачных разделяет вот этот заливчик. Он непроходимый, пройти друг к другу нельзя. Только на машине или на кораблике. Вот, мой дачный кооператив называется «Березки». Так, и вот эти кораблики, они ходят на дачу сейчас каждый день. 5 рейсов они делают. Но вот, к сожалению, вечером я не успеваю. Последний рейс идет в 5 часов. Стоит 250 тенге в один конец. А можно заказать, вот как я сейчас поступил с другом. Мы плывем на чартере. 3000 тенге стоит. Слушайте, блядь, извините, конечно, у меня нет матов. Сюда на корабле поехали на такси, потому что дождь шел, погода нелетная была, на автобус идти промокнешь. Пошли, вызвали такси, наценка 80%. Если я отдавал где-то 1000 тенге за такси, чтобы до причала мне доехать, то в этот раз я отдал 2000. Друзья, ну это вообще обдираловка полная. Ну вот видите, не видать дач, практически не видать. Все заросшее, тут очень много березовой рощи. Друзья мои, ну классно. Ой, как хорошо. Я уже прям отдыхаю душой и телом. Вот он, видать, уже причал. Но мы с вами... Опять же, я говорю, почему вы с вами? Приплыли. Надо идти собираться. Ой, друзья, запыхался. Идем, поднимаемся на дачу. Смотрите, хотел показать наш местный клуб. Здесь у нас проходят шумные дискотеки на виду речки. А вот сам клуб. Вот такой шикарный. Фух. Ну, до дачи осталось немножечко. Досудьку, тю ты. Смотрите, что у меня. Погода нелетная. Ну вот, как я и обещал, снимаю, маринуем шашлык. На самом деле очень простой маринад и очень-очень будет, надеюсь, будет очень вкусный шашлык. И как обещал, давайте выпью за ваше здоровье. Ой, красота. Так, что мы делаем? Мы нарезали лук. Я сегодня в роли оператора. Сейчас мы будем резать стейки. Я угораю, господи. Конечно, мы резать их не будем. Они уже нарезанные. Посолили. А уксус у нас... А, вот он, уксус. Записывайте рецепт. Эксклюзив. Перчик по вкусу. Есть красный. Вот у нас черный какой-то Якобс. Что там успел прочитать. Кстати, друзья, ну так ничего. В принципе, вот этот напиточек очень даже неплохой. Ну, приговорили уже полбутылочки. Половинку оставим на завтра, на шашлычок. Как я вам говорил, ну не под коньячок, но тоже хорошо. Угу, букет перца. Зачем? Чтобы было, да? Что-то прошептали. Аромат. Вот аромат, вот. А можно в шашлык добавить вот этот вот? Видите, у меня бренд. У меня везде только вот такие ножи, потому что другими ножами я не умею резать. Я и умею любыми. Так, все перемешали тщательно, помяли, чтобы дал сок, да? А уксус не добавлял? Потом.
стейки. Уже пахнет вкусно. Ну, друзья, если будете мариновать по такому рецепту, конечно, делать надо все по вкусу. Мы делаем на глаз, нет каких-то определенных рецептур. Вот так пальчик сунули и попробовали. Уксуса мало. Кажется, и воды мало. Ой, вкусно как. И отправляем наши стейки мариноваться. Завтра будем жарить наивкуснейший шашлычок. Ну, я надеюсь. Когда он был другой. Каждый раз он все интереснее и интереснее. Но солить все равно придется на шампурах. Ой, знаете, что хочу сказать? Кошечка-то у меня, оказывается, не хрюшка. Она, оказывается, обезьянка. Она только приехала на дачу. И давай прыгать по деревьям, носиться. Зайдите в мой инстаграм и посмотрите, я туда выложил видео. Может быть, завтра сюда на YouTube выложу. Ой, завтра, в субботу получается. Я запутался. Ну что, все? Ну, только немного посолить еще осталось. Завтра перемешаем еще вот так. Ну, пошли костер разводить. Да, конечно, завтра. Ну вот, шашлычок замариновали. И ставим в холодильник. И обязательно надо за это поднять бокал. За вкусный шашлык. Друзья мои, ну что хочу сказать. Придется заканчивать влог вот в таком формате. Хотел еще много чего записать. Вот. Дело в том, что у нас на даче вырубило свет. Сидим без света. Шашлык пожарили уже в кромешной темноте. Но шашлык получился вкусный, впрочем, как и всегда. Поэтому рекомендую. Делайте вот по такому простому рецепту, и он вам очень-очень понравится. Зарядки у меня на телефоне мало, поэтому давайте быстренько заканчивать этот влог. Давайте я вам покажу одну фишку. Если вы увидите, конечно, я, наверное, все-таки лучше отдельно сделаю. Я мариную лук. Очень вкусно получается с укропом, маслом. Ну, давайте это будем отдельно снимать. Вот шашлык, который мне не видно. Сидим при свечах. Вот. Поэтому, ну что, дорогие мои, вот такой вот у нас получился с вами влог. Надеюсь, он вам, несмотря на то, что я его не дозаписал до конца, он вам понравился. Вот, надеюсь, что в будущем... А как без этого? Без этого никак, друзья мои, без этого никак. Всякое форс-мажоры происходят. Боже мой. Где-то салют на даче. Где-то салют на даче. Тут у меня отдыхает сегодня. Сегодня она набегалась. Даша, скажу, я сегодня набегалась. Сегодня у нас полдня был дождь. И практически просидели дома. Но дома тут тоже было очень много дел. Потому что еще дачу обживать надо. Много что перестанавливать, много что исправлять, перебирать. Ой, друзья, работы много, но успели. Успел поработать и в огороде. Повыпиливал старую вишню очень много. Вот, ну что, ладно, дорогие мои. Будем дальше сидеть при свечах, думать, планировать, что еще здесь сделать. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. До встречи с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока.